Салам алейкум, хурматли милләттәшләр. Здравствуйте, уважаемые друзья, башкортостанцы, башкорттар. В связи с последними событиями в Республике Башкортостан, именно с начавшимися репрессиями, я хочу сделать заявление, обращение и немножко прояснить ситуацию. Сейчас многие чиновники, провластные блогеры и различные приближенные к Хабирову люди пишут о том, что якобы все вот эти события, которые произошли в Баймаке, были инспирированы и организованными Украиной, странами Балтии, Америкой, Европой, НАТО и так далее, и так далее. Там кого только не приписывают. Что я хочу сказать? То есть все вот эти люди, которые об этом говорят и обвиняют людей, да, якобы что. То есть получается, что все эти от 5 до 7 тысяч людей, которые вышли поддержать Фаиля Алсынова, вся та интеллигенция башкирская, которая записывала за него в поддержку Фаиля Алсынова обращения свои, все те люди, которые писали комментарии в поддержку Фаиля Алсынова во время суда, перед судом, то есть получается, что все они были проплачены или там настроены Украиной, НАТО, Америкой, Европой и так далее. Так получается, что ли? Конечно, это не так. Мы все это прекрасно знаем, что люди выходили за Фаиля Алсынова от своей чистой души, потому что они были возмущены тем беспределом, который творится в Республике Башкортостан, тем беспределом, который соорудил сам Ради Хабиров по отношению к Фаилю Алсынову, а именно написав на него заявление и сфальсифицировав экспертизу, изменив и исказив его слова, которые он сказал на Еине Вышмурзина. Именно это послужило тем триггером, почему столько народу вышло. Теперь по поводу, что произошло в Баймаке самом. Все мы читали письмо Фаиля Алсынова, где он пишет, что якобы, что там были провокаторы, которые и спровоцировали вот эту вот драку. Может быть, я не буду спорить, потому что точно не знаю, и никто точно не знает, но я пытаюсь логически сам продумать, и вас тоже призываю всех включить голову. Многие СМИ, и в том числе сами участники тех событий, которые там были, видели прекрасно, что столкновения начались после того, как ОМОН начал оттеснять собравшуюся толпу от здания суда, чтобы вывести Фаиля Алсынова. Именно после этого и начались столкновения. ОМОН начал давить людей щитами, дубинками. Одного задели, второго. Те в ответ толкнули. Так и началась вот эта массовая драка. Никакого там... Просто я думаю, что вот логически Хабирову это было невыгодно, чтобы вот это все переросло в такую большую драку с ОМОНом. И чтобы вот этот шум, все вот эти события разошлись по всему миру. Ну, конечно же, и Кремль об этом узнал в числе первых. Это ему невыгодно было, особенно после событий на Куштау. Многие уже поняли, что Хабиров на Куштау не смог нормально разрулить процесс, довел дело до столкновения с народом. И вторую такую ошибку, которую он совершил, конечно, он изначально не хотел этого делать. И я уверен, что ему было бы выгоднее намного, чтобы Фаиля Алсынова тихонечко осудили, тихонечко увезли, и все вот эти события, чтобы не вышли за пределы там, России, чтобы об этом не узнал весь мир. Ему это точно было невыгодно. И поэтому думать, что там организовано все это было со стороны Хабирова, там, провокаторами какими-то, чтобы начались драки большие, но я считаю, что это не так. Вот эта массовая драка началась только из-за того, что ОМОН, еще раз говорю, начал надвигаться на толпу. И это все послужило триггером. Теперь по поводу того, что вот многие люди на сегодняшний момент пытаются там достучаться до Путина, до Бастрыкина, там записываются на прием к нему. Я вот недавно разговаривал с одной женщиной, которая мне говорила, что не надо ничего говорить против Хабирова, она там записалась на прием к Путину, что нужно там до Путина донести, все, он не знает ничего. На самом деле, конечно, кто хочет обращаться к Путину, к Бастрыкину там или еще к любому, кому угодно в Москву, пожалуйста, делайте, как бы. Но я считаю, что это все бесполезно. Почему? Потому что посадкой Фаиля Алсынова занимался не только Ради Хабиров. Это было выгодно
и Москве, конечно, в том числе, потому что им невыгодно, чтобы Фаиль Алсынов, такой лидер, за которого выходит такое огромное количество людей, чтобы он был на свободе. Почему здесь, то есть здесь сошлись интересы и Ради Хабирова, и ФСБ, и МВД, и, конечно же, Кремля. Это все логически объясняется. Давайте вспомним 15 января, первый день суда, когда суд перенес приговор Фаилю Алсынову. Тогда Ильдар Юмагулов на фоне пятитысячной толпы записал обращение к Владимиру Путину и попросил его вмешаться в это дело. Насколько я знаю, что до Путина доносят любое, какой-то там массовый сход граждан, что-то если происходит, обычно все это ложится сразу же в Кремль на стол. И все мы помним, что по событиям на Куштау, когда там все это произошло, Путин лично вмешался, да, то есть ему было выгодно тогда вмешаться, встать на сторону как бы народа, показать им сам свое лицо. Здесь что в дальнейшем произошло? Уже вечером начались задержки, и на следующий день тоже начались задержки самого Ильдара Юмагулова, который лично обращался к Путину, других людей. Все мы помним, там, как арестовывали Ильнара Галлина, пришел человек, что его вызывает следователь ФСБ. То есть здесь что говорится? Здесь МВД и ФСБ начали задерживать людей. А я напомню, что и ФСБ, и МВД, они не подчиняются Ради Хабирову. Абсолютно. Это совершенно другие структуры, которые напрямую подчиняются в Москве. Дальше. Все мы помним, что в Баймаке, когда происходили вот эти 17 января события, туда приехал ОМОН не только из Башкортостана, там был ОМОН с Магнитогорска и из других регионов. Подкрепление приехало. Это говорит о том, что не мог же Хабиров приказать ОМОНу из Магнитогорска, чтобы этот ОМОН приехал в Баймак. Или попросить там губернатора Челябинской области, дай мне ОМОН. Губернатор Челябинской области, естественно, должен спросить разрешение у Москвы, прежде чем отправлять ОМОН в Башкортостан. Отсюда логически надо понимать, что Москва непосредственно включилась в то, чтобы максимально погасить протесты и осудить Фаиля Алсынова. Отсюда же срок Фаилю Алсынову. Ему запросили 4 года колонии поселения, а в итоге дали 4 года общего режима, даже больше, чем просил изначально как бы судья. Это тоже говорит о том, что люди в Москве были настроены на то, чтобы максимально Фаиля засадить. Теперь давайте вспомним, как Песков, пресс-секретарь Путина, то есть человек, который говорит устами Путина с общественностью, с другими странами, который комментирует те или иные события устами Путина. Он сказал про события в Башкортостане что? Что они были никакими не массовыми, что Ради Хабиров это опытный чиновник, который там, конечно же, наведет порядок и все такое. То есть они в курсе, что было в Башкортостане, там в Москве, они в курсе, что было в Башкортостане. Они это не считают никакими массовыми событиями, то есть для них это 5000 человек, это не массовое, хотя намного меньше, когда выходили какие-то люди в честь там Путина, 1000 человек или что-то, они сразу же говорили, что массовая, собралась масса людей в поддержку там Владимира Путина и так далее. То есть здесь понятно, что Кремль, хоть он, конечно же, и недоволен тем, что Хабиров допустил, что весь мир теперь говорит о башкортостанах и о башкирах, как о сильном народе, который достойно защищал свою честь, который достойно защищал своего лидера. Они в Кремле прекрасно знают, что и кто начал. Но они не будут сдавать Хабирова сейчас и отправлять его в отставку. Мы прекрасно помним и по событиям на Куштау, что его не отправили. И сейчас его пока идут приготовления к выборам президента Российской Федерации, его никуда не отправят. И не будут сдавать толпе и отправлять в отставку. Все это с ним сделают, естественно, его судьба решена. Это как после выборов, скорее всего, он вылетит. Но сейчас никто не будет прогибаться по требованию толпы. Многие сейчас пишут там, что его нужно отправить в отставку, там, просит Путина это сделать. Никто это ничего не будет делать. Этим самым я что еще раз хочу сказать, что
Вы, конечно, можете обращаться, еще раз говорю, к Путину там, или к любому другому, но это, конечно же, на мой взгляд, это не поможет. Потому что Путин и Москва лично были заинтересованы в том, чтобы посадить Фаиля Алсынова. Кто в этом сомневается, я вам уже только что дал расклад. И потому что были и до этого обращения к Путину. И я уверен, что они до него дошли, потому что такие массовые события в России происходят очень редко. Когда 5000 на фоне 5000 толпы к нему обращаются люди. И это обращение показали масса разных СМИ, где Ильдар Юмагулов призывал там ввести чуть ли не прямое управление Москвы. Потом, еще раз говорю, аресты, которые делал МВД и ФСБ, которые не подчиняются Ради Хабирову. Мы видели, что они происходили накануне, и самого Ильдара Юмагулова точно так же задержали. И еще раз напомню, что ОМОН приехал из других регионов, на которых Хабиров не имеет никакого влияния. И другие губернаторы никогда не отправят свой ОМОН, и другие министры там или кто там, начальники МВД по Челябинской области, по Свердловской, по Ульяновской, они никогда не отправят свои ОМОНы, свои Росгвардии, отряды по поддержку Хабирова без согласования с Москвой. Все это было согласовано, все эти подавления, избиения людей, все это было согласовано с Москвой, и никто не понесет за это наказание, конечно же. Теперь по поводу репрессий. На сегодняшний момент я знаю, что уже арестовано огромное количество людей, от 10 там, до 15 человек. Сейчас продолжаются аресты. Я знаю, что уже арестован Ильяс Байгускаров, блогер, который брал у Фаиля Алсынова интервью. Я знаю, что арестован Рустам Абдразаков. И многие, я еще, возможно, многих не знаю, кто арестован. Репрессии идут, естественно, и это заинтересован в этом лично Хабиров, и в этом заинтересована лично Москва, чтобы максимально обезглавить башкир, максимально их запугать. Что я призываю сделать? Первое. Когда мне говорят, что якобы я призывал там драться со всеми, этого, конечно же, не было. Я никого не призывал никогда драться с ОМОНом, оказывать физическое сопротивление, брать оружие в руки. Вы это не увидите нигде, чтобы я это вот в Баймаке к этим событиям, чтобы я так призывал. Этого не было. Я призывал не молчать, говорить. И последних своих обращений я говорил о том, что нужно объявлять бойкот. Что я призываю делать? Все мы знаем, что с нами поступили несправедливо, с башкирами имею в виду. Все мы знаем, что с Фаилем Алсыновым поступили несправедливо. Мы с этим не согласны. Мы против этого. Но у нас нету сейчас таких сил, чтобы сопротивляться. И мы не можем доказать, что мы вот правы. Мы не можем это доказать. И Москве, и Хабирову. У них сила, да, у них физическая сила. Поэтому нам остается что делать? Нам остается переходить к массовому безмолвному протесту. То есть, что это имеется в виду? Бойкотировать те же самые выборы, не ходить, не участвовать в них, максимально не участвовать в том, чтобы помогать администрации Хабирова в тех или иных вещах, если они это просят. Максимально дистанцироваться от хабировской власти. Если у вас есть возможность не платить за что-то, не платите. Если вас там призывают ходить на митинги в поддержку Хабирова, не ходите. А если вас все-таки заставили пойти там под угрозу увольнения, идите, но молчите там, не кричите в его поддержку. Пусть они видят, что весь народ против, что весь народ не согласен. Если есть возможность писать в комментариях, пишите. Под любым постом Радика Юльякшина, там под любым постом Азата Бадранова, который там поддерживает Хабирова и мочит Фаиля Алсынова и всех башкир. Мы должны показать максимально свое несогласие, что весь народ, мы против. Мы против того, что творится сейчас в Республике Башкортостан. Мы против того, что сейчас арестовывают наших ребят. Есть возможность защищаться юридически? Надо защищаться, конечно же. Но, еще раз говорю, мы должны всем своим видом, всеми своими действиями показать, что мы не согласны. Есть возможность где-то написать в поддержку Фаиля? Надо писать. Есть возможность выставить фотографию с Фаилем Алсыновым и написать там слово «свободу» ему или «азатлых», надо писать. Есть возможность выставить фотографию Хабирова в клетке за решеткой. Это надо тоже делать.
Мы должны показать, что вот эта власть она нас не устраивает. И мы не хотим ей подчиняться и не будем ей подчиняться. Пусть нас, да, если нас заставят, мы что-то будем делать, но в душе мы все равно будем против. Вот что нужно делать нам сейчас. Весь народ Республики Башкортостан, весь башкирский народ должен в едином своем порыве показать, что мы не согласны с тем, что сегодня происходит в Республике Башкортостан. Мы не согласны с тем, что сажали наших лидеров, и Рамилю Саитову, и Фаиля Алсынова, и Айрата Дельмухаметова, и многих-многих других. Еще теперь по поводу тем, кто считает, что им грозит опасность ареста. Друзья, я не буду ничего говорить такого, чтобы потом меня вновь не обвинили, что я к чему-то призывал. Но я вас всех призываю посмотреть прогноз погоды Урала-Байбулатова. Там, в принципе, все понятно, что нужно делать тем, кому грозит реальная опасность. На этом все. Будем на связи, будем едины. Пока мы едины, мы непобедимы. Бердемликте күш. Хау болады.